Спасибо большое, что вы дали мне возможность высказать свое мнение. Дело в том, что хочется сказать. Прежде всего, хочется сказать, что здесь, вот характеристика, кто он есть, написано, мне кажется, недостаточно полно. Недостаточно полно, вот как мы там написали. Много последовательности. Мне кажется, что хотелось бы, чтобы мы видели Ксенофонтове, прежде всего, именно выдающегося государственного деятеля и политика. Именно поэтому мы здесь в Киеве хотелось поддержать выступление предыдущего Ермола Еремеевича и Кимдимяна. Дело в том, что мы сегодня сидим на пороге нового столетия. Что было? И что следует взять в следующее столетие из наследия Ксенофонтова? Вот этот вопрос, мне кажется, нас очень сильно волнует. И поэтому я хочу выступить. Так что надо добавить, что он есть юрист, выдающийся и выдающийся наш государственный деятель. Я хочу отметить, что, по всей вероятности, именно в Томском университете, в Томске, была решена государственная судьба якутского народа. Именно в Томском университете. Поэтому я подготовила Томская кузница первого поколения прогрессивной якутской интеллигенции. При этом хочу обратить внимание на судьбы юридической интеллигенции, не только всех. И, конечно, сейчас уже нет возможности даже и перелистывать, да? Ну, в общем, я хочу отметить, что это, почему я так говорю? Потому что именно в Томском университете учились все деятели, которые стояли у истоков нашей государственности. И эти наши студенты в то время были разные. То есть Амосов бегал уже с ружьем, с Киром, Аюшкин до конца не закончил свою учебу. В общем, я там заходила в архив, получила лишние дела и Ксенофонтова, и Ефимова Георгия Семеновича, и просмотрела, электронные видео у меня имеются, и пришла к выводу, что тогда начиналось расслоение нашей юридической, прежде всего, интеллигенции на кадетов и социал-демократов, социал-революционеров, и это именно разделение кадетов. Тех, кто получил огромное, настоящее, как сегодня говорили, универсальное научное образование, ориентацию на сибирское областничество. Сегодня звучали имена и Георгия Колесова, и тех, кто стоял в этом ряду. Вот они, собственно говоря, и вышли оттуда с намерением, потому он отказался от аспирантуры, так сказать, дальнейшей, чтобы именно путем юридического, правового изменения, реформ преобразовать нашу якутскую область, что не получилось. Победили те, кто бегал с ружьем. Тот, который говорил «Симпер Болпат», с такими стихами они вышли оттуда. И мы вот по сей день, совершенно присоединяясь к мнению Ермола Еремеевича, мы по сей день хвалим, ценим, провозглашаем, следуем пути не правовому, насильственному. И до сих пор мы ими в какой-то степени под давлением их находимся. Я считаю, что такой путь невозможен. На следующее столетие должно быть правовой путь. Этот правовой путь, который заложили именно юристы наши.
выпускники Томского университета. Они имели совершенно великолепное, прилистывай, пожалуйста, мне тут не получается, совершенно великолепное образование, политическую подготовку. Они учились под кадетом декана Малиновского. Я хочу подчеркнуть роль профессоров в воспитании поколения, интеллигенции, обладающих интеллектуальной традицией от своих учителей и обладающих интеллектуальным мужеством следовать этому своему интеллектуальному преподавательскому наследию. Это не просто интеллектуалы, это интеллектуальное мужество, чего нам очень сильно и по сей день не хватает. Поэтому я заканчиваю. Много тут было у меня слайдов, но в конце я хочу сказать, вот подобная, вот сегодняшняя наша встреча в этом плане исключительно важна. Это встреча на пороге нового столетия. И нам нужно взглянуть на интеллектуальное наследие, на мужество юридической интеллигенции выпускников именно Томского университета и использовать их жизненный путь, их наследие для того, чтобы мы выработали новую стратегию, столетний план нашей жизни в этих крайне сложных условиях. Мы еще не знаем, какой путь нам с вами предстоит пройти, но мы знаем, какой путь они прошли. И поэтому я сегодня благодарна всем организаторам этого круглого стола и так сказать, попросила мне дать слово именно поэтому. Вот почему-то, конечно, это тут упор на этот улус, что, конечно, может быть, не совсем правильно. Ага. Потому что мы за это время, за 100 лет мы выросли в нацию, государство, образующую нацию. И у нас есть возможность выступать как целостный субъект права и истории. У меня рекомендация к круглому столу. Вот я была в местности Бюльтагир. Мы тогда закладывали камни. Осталось крайне ужасное представление, как советская власть обошлась с этим сакральным местом. Я не знаю, в каком сейчас состоянии это место, но это там было так. Отделение совхоза прямо на кладбище построенное. И коней прямо привязывали к крестам. Я не знаю, как сейчас, но в то же время это было исключительно интересное место. Там было открытое, музей под открытым небом на самом деле. Там железное производство, культура была абсолютно во всем проявлена. Даже ходонна аннара гая омар буду тубуна. Ячевана омландрагите. Сильнейшее место. И там были вот эти комментарии Казахстана автобала халандроллерите. Ага. Вот он наверняка Савич, Андрей Савичка. Он не тільки на Тухамбета кемелга. Видите? Просто видео образа столба. Вот эти мне распалкать хочу. Вот там прочее. То есть у нас вот это наследие, пролитое кровью и жизнью наших лучших. Мужество людей, обладающих интеллектуальным мужеством. Так что я прошу вон там в Бюльтагире создать музей под открытым небом, если это еще нет. И тогда еще вот это мы говорили. Не знаю, как сейчас, и если нет, то надо сделать, если есть, то надо это пропагандировать. Потому что это места силы. А их
tığına ümmetsinler. Bilgilerin duyduğun tığınıktan nere? Kınılar manıgulu dönerin gösterisinden nere? Bilgi küs vakılar. Orada sil iye. Vur öyüler. İye öyüler. Bilgilerin sönümü de tutar kıhta. Ola kuruluyor, korkta sönümü. Ve tutar kıhsa kıhta. Eskiden bilgilerin manıgıldın. Ayın tığına ümmetsinler. Göz süpürüler. Ondan bilgi sanat kömürlere sağır kıhta. Ondan kadar.